коммерческой деятельности сеть «Консультант Плюс» и наша компания уделяем большое внимание некоммерческим проектам. Эти проекты направлены на широкое распространение правовой информации среди граждан и среди студентов, учащихся, в том числе и школьников. Значит, какие это некоммерческие проекты? Это программа информационной поддержки российской науки и образования, это программа информационной поддержки российских библиотек и конкурсы профессионального мастерства, которые проводит наша компания. Это конкурс бухгалтер-профессионал, юрист-профессионал и кадровик-профессионал. Значит, программа информационной поддержки российской науки и образования. Значит, в рамках этой программы высшие учебные заведения и средние специальные заведения, которые готовят специалистов юридической и финансовой профиля, для них на льготных условиях устанавливается и обслуживается система консультантов. Программа информационной поддержки российских библиотек, она включает в себя тоже установку и льготное обслуживание системы консультантов в библиотеках, в городских и районных. Поэтому можно смело идти в национальную библиотеку, в библиотеку НАШК, в городские районы библиотеки, если вы из района, и там 100% есть компьютер, на котором установлен «Консультант Плюс», и работники библиотек, сотрудники библиотек вам помогут найти документы, распечатать, либо скинуть его на флешку. Значит, немного подробнее расскажу о программе поддержки российской науки и образования. Это вот распространение, кроме предоставления «Консультанта Плюс», это распространение дисков «Консультант Плюс» высшая школа, «Консультант Плюс» средняя школа, обучение преподавателей и школьников, и конкурсы и олимпиады для школьников и учителей. Программу мы проводим с 1994 года, и с 1995 года мы обеспечиваем доступ к ресурсам системы «Консультант Плюс» студентов высших и средних специальных учебных заведений. Также мы несколько лет проводим на местном уровне республиканскую олимпиаду по основам права для школьников. Эта олимпиада состоит из двух туров. Первый тур – это решение письменных заданий по основам права, используя «Консультант Плюс» по теме олимпиады. Каждая олимпиада имеет своего отдельного партнера. Когда-то это был избирком, потом это был Центр инновационных технологий. И каждый раз, один раз был ГИБДД, и каждый раз тема олимпиады, она по избирательному праву, по правилам дорожного движения. То есть каждая олимпиада тематическая. И это первый тур, а второй тур – это выполнение заданий по основам права с использованием диска «Консультант Плюс» средняя школа. Вот по возможностям диска вам подробнее расскажет сегодня Екатерина Александровна. Значит, диск средняя школа – это тоже это специальный продукт такой, предназначенный именно для учителей и школьников, Он включает в себя подборку нормативных документов по образованию. Мы его бесплатно предоставляем 2 раза в год. Для того, чтобы получить диск, вам нужно обратиться либо к представителю, кто у вас в районе, либо в нашу компанию. Мы с Екатериной Александровной подготовили вам диски. Если у кого есть желание, можно подойти его бесплатно получить. И диск «Консультант Плюс» высшая школа, также 2 раза в год мы его предоставляем, но он уже предназначен для студентов высших учебных заведений. И кроме нормативной информации включает в себя огромную просто библиотеку электронную, куда входят различные учебники, монографии именно по для юристов и финансистов. Тоже можно его бесплатно получить у нас в компании, у вашего представителя в районе, либо бесплатно скачать со специального сайта «Консультант Плюс» для учителей, для преподавателей. Есть такой специальный сайт. У меня все. Передаю слово Екатерине Александровне. Спасибо за внимание. Во-первых, уважаемые слушатели, здравствуйте. Очень приятно, что мы сегодня здесь с вами встретились. И я также еще раз хочу напомнить, и подытожить то, что сказал Константин Юрьевич по поводу диска «Средняя школа». Он предназначен как раз для учебных заведений, вот именно среднего звена и в том числе для школ. Поэтому здесь хочется сказать, что вы увидите информацию полезную не только для себя, как для преподавателей, для учителей, но также информацию, которая будет полезна и вашим ученикам.
И как первые возможности навыка с работой с системой Консультант Плюс и получения полезной информации ваши школьники тоже здесь могут увидеть. Поэтому еще раз напомню, что вы можете взять, да, если кому-то не достанется, не страшно, вы к нам обращайтесь, мы для вас специально скачаем, сделаем. Ну и вообще у каждого из вас есть возможность абсолютно бесплатно диск скачать и на официальном сайте компании consultant.ru. Переходя вот именно сейчас к той информации, которую я для вас подготовила, надеюсь, что уже в среднем, в целом мы понимаем, да, для чего нужна система Консультант Плюс. Да? Справочная система Консультант Плюс позволяет, вообще на самом деле рассчитана не только для бухгалтеров, юристов, кадровиков, да, на самом деле, в первую очередь она интересна даже обычному человеку, потому что каждый из нас должен знать свои права, и бывают и в жизни ситуации, когда требуется вот именно обратиться к правовой информации. В любом случае мы с вами живем в месте, где правовая информация нужна. Ну а для вас, как для преподавателей, да, и вообще для участников образовательного процесса, здесь, конечно, вы тоже найдете массу полезной информации. Как, опять же, для себя лично, для повышения своей квалификации, да, для знания своих прав, так и для получения информации вот именно в качестве источника для ваших, допустим, для подготовки к вашим занятиям. Точно так же можно брать информацию из системы Консультант Плюс. Что касается, допустим, если это, скажем, уроки по истории, здесь достаточно огромное количество исторических документов. По развитию русского языка, где вы увидите правила русского языка определенные. Ну и, конечно же, все, что связано с обществоведением, здесь тоже можно увидеть много интересного. Сейчас я попрошу ваше внимание на экран и расскажу достаточно кратко, как можно найти ту информацию, которая будет для вас полезна. Итак, стартовая страница у нас в системе Консультант Плюс. Если есть желание, вы можете со мной проделать это, да, чтобы вам потом было легче без меня. Стартовая страница достаточно простая в применении, есть поисковая строчка, достаточно понятная, знакомая, напоминает строчку в любом браузере. И вот именно когда вам требуется найти определенный закон, ответ на вопрос, конечно, вы можете воспользоваться этой строчкой. Допустим, если вас интересует, скажем, ваш закон, да, основополагающий у нас закон об образовании, потому что все в основном нормы по образовательным процессам там и включены. И давайте попробуем вместе. Наша первая задача – найти закон об образовании. Преимущество быстрого поиска в том, что он предлагает уже готовые формулировки, либо сам закон. Поэтому, когда вводите, пожалуйста, поднимайте глазки, и вполне возможно, что вы увидите сам закон. Да? И перед нами закон об образовании. Можно колесико мыши прокрутить, да, чтобы знать, как он выглядит. Но вообще, на самом деле, у нас законодательство, вы наверняка это уже заметили, достаточно непостоянно, и появляются новые нормы. Да, либо перестают действовать старые, постоянно что-то изменяется. И на самом деле любой нормативный документ имеет в себе и какие-то изменения в том числе. И есть вероятность использовать не всегда актуальную информацию. В этом плюс, в этом вот именно справочной системы Консультант Плюс достоинство в том, что у вас есть уверенность в том, что вы используете всегда актуальную информацию. Потому что компания работает с органами власти, и органы власти напрямую на основе договорных отношений предоставляют нам эти документы. Да? Соответственно, информация всегда достоверная и всегда актуальна, потому что достаточно быстро изменяющие документы также появляются в системе. И для того, чтобы быть уверенной, что сегодня я могу применять именно этот закон, да, обязательно начинайте изучать кнопки «Справка» на панели быстрого доступа. Да, вот здесь вот сверху, в правом верхнем углу, вы увидите кнопку «Справка», для того, чтобы вы могли правильно документ применять. И здесь мы видим начало, да, примечание к документу. Вот это как раз основной момент, который позволит вам правильно документ применить, основная информация. Здесь мы увидели начало действия редакции, тут же мы увидели окончание. Да? И мы уже сейчас увидим информацию о том, что с 7 марта 2018 года вносились какие-то изменения.
Вполне возможно, что вы даже не знали об этих изменениях. Ну и, конечно, вам захочется с ними познакомиться. Что же конкретно поменялось у нас в законе об образовании? И давайте мы с вами сейчас узнаем, как это сделать. Справочку закроем. И на правой панели есть кнопка «Сравнить с предыдущей редакцией». Давайте на нее нажмем вместе. Перед нами у нас появляется два окна. Слева недействующая редакция, та, которая действовала до марта 2018 года, а справа та, которая действует сегодня. Всего у нас произошло одно изменение. Нажимаем на кнопку «Показать следующие изменения» и видим, что в закон об образовании включена целая статья 98.1. И она у нас посвящена обеспечению размещения информации о предоставлении мер социальной поддержки и иных социальных гарантий обучающимся педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций. То есть ранее такой статьи вообще не было. Да? Поэтому, если заинтересовало, почитайте. Далее, вернемся с вами назад. И когда вы работаете с текстом определенного закона, как правило, все-таки достаточно сложно для понимания у нас законодатели пишут. Да? И обычному человеку порой очень сложно разобраться в определенной норме, уж тем более увидеть, как она на практике применяется. В этом случае в системе «Консультант Плюс» есть замечательная возможность дополнительной информации к определенной норме, которая как раз и позволит вам разобраться в этих нормах. Обратите внимание, справа есть кнопка «Дополнительной информации», и слева точно такая же кнопка к различным пунктам, подпунктам. Это говорит о том, что у вас есть возможность дополнительную информацию получить. Сейчас мы с вами посмотрим. Допустим, меня интересует разъяснение, все, что касается преподавательской деятельности, например. Да? Не забывайте о том, что с помощью оглавления вы сможете достаточно быстро найти нужную главу, статью. На правой панели кнопка оглавления. Да? Кто за мной не успевает, кнопка оглавления. И у нас есть глава полностью, которая посвящена педагогическая, образовательная деятельность, да, педагогическая, руководящие иные работники организации, осуществляющие образовательную деятельность, целая глава. И сейчас меня интересуют все разъяснения, которые касаются именно этой главы. В этом случае нам поможет кнопка «Дополнительная информация». Давайте посмотрим. Сейчас перед нами появилась слева так называемый дерево-список, и у вас есть возможность видеть, что в системе «Консультант Плюс» есть не только нормативный документ, да, достаточно огромное количество у нас есть и судебной практики, вот здесь вот этот раздел у нас показан, финансовые кадровые консультации. Также хочу сказать, что это не значит, что только для кадровиков и бухгалтеров. Вы здесь тоже для себя что-либо полезное можете найти и увидеть. Да? И здесь в этом разделе, например, материал «Вопросы-ответы». И этот материал, как уже понятно из названия, представляет собой вопрос-ответ, где задается вопрос определенный, да? Кратко ответ обозначен и обоснование ссылками на нормативный документ. Поэтому, если, когда вы делаете запрос, появляется вот такой дерево-список и вопросы-ответы, пожалуйста, почитайте, вполне возможно, будет этот вопрос соответствовать и вашему, да, который интересен для вас. В разделе «Пресса и книги» есть тоже достаточно полезные материалы, фирменные материалы. Это готовые решения, ситуации. Они готовятся непосредственно специалистами компании «Консультант Плюс». И преимущество в том, что они уже проанализированы и всегда в актуальном виде. Вот обратите внимание, даже самый первый у нас материал, какие квалификационные требования предъявляются педагогическим работникам учреждения. Во-первых, здесь указана дата последней актуализации, у вас она будет немножко другая, более свежая, да, 15 числом у вас обновление было. И, соответственно, достаточно просто можно разобраться, что конкретно нам нужно в этом вопросе, да, может быть, в каких нормативных правовых актах установлены эти требования, какое образование должно быть у педагогических работников, также как проверить, соответствует ли педагогический работник предъявляемым требованиям. То есть вот это вы имеете возможность достаточно, или про стаж, да, если кого-то интересует, достаточно быстро можно посмотреть. Преимущество вот этих готовых решений в том, что вы найдете ответ достаточно четкий, очень кратко. Кратко, четко и конкретно, как раз в этих готовых решениях. Да? Если вернемся с вами назад, из готового решения мы увидим различные и статьи из периодических изданий, которые также очень полезно почитать, потому что средства массовой информации достаточно остро реагируют на все происходящее. Можно видеть какие-то монографии, комментарии, разъяснения, поэтому тоже обращайте внимание и на раздел «Пресса и книги». Давайте с вами вернемся назад. И таким образом
мы с вами увидели, да, как можно в конкретной норме найти определенную, допустим, статью разъяснения. Но, как правило, нужна какая-то конкретная информация, да? Если мы не знаем, скажем, нам не нужен закон образования, что-то более узкое и конкретное. Есть у нас еще другие поисковые инструменты, которые позволяют найти эту информацию. Помимо быстрого поиска, который на стартовой странице, есть еще карточка поиска и правовой навигатор. Вот в карточке поиска преимущество в том, что когда вы, например, будете готовиться к вашим занятиям, да, или, может быть, конкретно для вас нужна какая-то информация, не забывайте про карточку поиска, потому что здесь есть поле «Отдельная тематика». В отличие от быстрого поиска, он просто вам предоставляет в списке в начале те документы, которые соответствуют запросу. А благодаря вот этому полю тематика у вас есть возможность не упустить ни один важный значимый документ. И нас сейчас с вами интересует образование. Достаточно несколько будет вот образования. Можно всегда более конкретно и узко задать, что нас интересует. Документы об образовании, гарантии, да, индивидуальная педагогическая деятельность. Выбираем определенную тематику. Я в целом сейчас выберу образование, чтобы вам показать. Достаточно огромное количество документов. Здесь слева вы увидите из разных разделов представлено и количество материалов, в том числе по вашему вопросу. И построим сейчас с вами список. Помимо закона об образовании, на самом деле, есть ряд других полезных и нормативных документов по федеральному законодательству, которые важно знать, да, если вы являетесь участниками образовательного процесса. Причем не только на федеральном уровне, но и мы с вами живем в Республике Коми, у нас свое законодательство, об этом тоже не забывайте. По Республике Коми достаточно будет просто найти документы. Слева в деревосписке выбираем региональное законодательство, Республика Коми, и справа непосредственно у нас появляется перечень по Республике Коми и наш закон республиканский об образовании тоже. Да? Вообще, когда вы используете поле тематика, вот в этом преимущество, что вы не упускаете ни один документ. Так что имейте это в виду. Помимо, конечно, нормативных документов, еще раз обращаю ваше внимание на разъясняющие материалы в системе «Консультант Плюс». Опять же, ситуации, вот, например, да, самое первое, как подготовить, защитить дипломную работу в ВУЗе, опять же, чтобы помочь вашим ученикам какой-то информации, да, тоже здесь можно найти, почитать, посмотреть, каков порядок проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, если это кому-то интересно, да. Здесь достаточно понятным, доступным языком и кратко написана информация о сроках, порядке подачи заявления об участии в ЕГЭ, по продолжительности проведения, по местам проведения, ну и так далее. Да? Достаточно полезная информация, которую вы увидели. Ну и еще один инструмент, который хотела вам показать, это правовой навигатор. Преимущество его в том, что у вас уже есть готовые формулировки того, что вы хотите найти. Возможно, вас интересует аттестация, да, педагогических работников, допустим, какие требования предъявляются вот именно квалификации педагогических работников. Вот мы сейчас с вами в поисковой строчке «Педагог» зададим. И здесь хочу сказать, что слева у нас появляются общие темы, которые соответствуют нашему запросу. И лучше мы с вами выберем общую тему. Можно выбрать либо образование, либо научно-педагогические работники. И здесь, обратите внимание, справа появляются ключевые понятия. Да? То есть уже готовые формулировки. Может быть, кого-то интересует стаж, может быть, отпуска. Да? В этом случае, тогда, допустим, можно выбрать отпуск. Отпуск педагогическим работникам. Поставили галочку, выбрали то, что вас интересует. И опять же появляется уже знакомый перечень, да, деревосписок. Но в отличие от предыдущего способа, как мы с вами искали, здесь представлена именно основополагающая информация и наиболее точно соответствующая запросу. Да, здесь у нас, конечно же, Трудовой кодекс, где конкретно представлена глава по педагогическим работникам, и вы найдете эту информацию, да, по отпуску, более конкретную. Отдельно, конечно же, постановление правительства о ежедневных, основных удлиненных оплачиваемых отпусках, это если о приятном, да, подумать. Вот, так что здесь можно посмотреть. Ну и, конечно, разъясняющую информацию еще раз вас отправляю в раздел консультации, финансовые и кадровые консультации. Здесь тоже можно увидеть достаточно полезные материалы, что касается заданного запроса нашего. Ну и, конечно, когда мы используем систему «Консультант Плюс», достаточно быстро находить можно ту информацию, которая может вам потребоваться. В этом случае вам поможет справочная информация, можно через стартовую страницу на нее выйти
ну, чтобы быстрее. Можно либо через кнопочку еще, либо через стартовую страницу. И здесь давайте мы с вами спустимся в самый конец. Я хотела для вас показать, что отдельно представлены образовательные стандарты, чтобы вы нигде дополнительно уже не искали, да, уже знали, что все в одном месте есть и всегда в действующем виде. Да, допустим, интересует вас по общему образованию, по среднему, либо по высшему. Да. И тут уже более конкретно по предметам, по отраслям можно посмотреть конкретные уже и профессиональные стандарты. Ну и последнее, что я хотела вам сказать, все-таки, когда мы используем систему Консультант Плюс, у вас есть замечательная возможность быть также в курсе всех изменений в законодательстве. Чтобы не упустить эти изменения, тоже можно просматривать. Есть раздел «Обзоры», который как раз вам позволяет быть в курсе этих изменений. Да, можно со стартовой страницы вот здесь вот по ссылке перейти в обзоры. Для отдельных специалистов представлено, но конкретно для специалистов в области образования рекомендую зайти в первый раздел, где можно за последнюю неделю, либо за последние 3 месяца увидеть свежие материалы, то есть информацию по новым законам, правительственным документам, ведомственным документам. И тут, опять же, давайте мы с вами нажмем оглавление для того, чтобы выбрать нашу тему. Она с вами интересует образование. И можно посмотреть, например, бывает достаточно полезная информация по поводу писем Минобрнауки. Вы увидите краткую информацию, там, допустим, ну, тут не только для научных работников, для педагогических работников тоже можно найти. Можно так в целом просматривать, что есть. И еще раз напомню, что работая с системой Консультант Плюс, если, допустим, у вас нет возможности, да, понятно, что не у каждого есть возможность работать с системой, Константин Юрьевич уже сказал, можно обращаться в любую библиотеку нашего города, где эта возможность бесплатно есть. Ну и напоминаю о нашем сайте консультант.ру, где тоже есть некоммерческая версия, основополагающие документы, вы увидите. Ну и, конечно же, информация на наших дисках тоже вам в помощь есть. Спасибо за внимание. Спасибо вам. Вопросов нет? Молодец. Такой сертификат мы вручаем выступающим. Ой, спасибо большое. Спасибо, очень Не, ну они молодцы. Я хочу просто сказать о себе пару слов. Я учитель тоже уже с Екатериной сталкивалась. Они на самом деле проводят большую работу с учениками, приглашали в мой класс, мы тоже были. Все просто заинтересовались информацией, узнавали очень много. Да, для детей мы тоже проводим Ну и мероприятия. конкурсы тоже через школу, мы это тоже все видим. Так что если у вас появляются какие-то идеи, к нам обращайтесь, уже будет случай. Да? Обращайтесь, мы всегда рады помочь. Не забывайте про диски, кому нужно, вот здесь будет. Да, спасибо. Все, спасибо Мы вам. все берем. Все, что на халяву. Ой. Так. Нам нужно? У нас кофе-пауза, нет? Нет, еще одно выступление, потом кофе-пауза. Нам нужно 10 команд по 2-3 человека, поэтому пока мы технические вопросы решаем, 10 команд по 2-3 человека. Вот так вот прям как сидите, вот так вот и сгруппируйтесь, пожалуйста. И пока есть время, придумайте, что вы будете производить. Вот такой хитрый вопрос. Просто такой хитрый вопрос. Что вы будете производить? Да. Ну, удобнее, наверное, по 2 будет. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ну, получается 10 команд. Было 10 команд. Так, что там подразделили? Я меня все По двое. Вместе по двое будете. Мы как так, Лучше да. Что-то производить. Неважно что. Это на самом деле большой роли не играет. Мы просто так условно, так скажем. Нет, не нужно даже наоборот. Что-то материальное.
Значит, чтобы просто много времени на это не тратить. Раз, два, три, четыре, пять. Там у нас мы тут 6. Вчетвером будет, у нас будет мало команд. Давайте по двое. Давайте по двое. Вот три можно, да. Раз, два, три, четыре, пять. Там, значит, у нас... Вы будете играть? Так давайте, быстренько же. Так, раз, два, три, четыре, пять, 6. А давайте тоже по двое. 7, 8, 9 получается, 10. Ну давайте здесь. А? Нет, писать ничего не надо будет. Давайте тогда, ну кто, если мы все по 4, у нас очень мало будет. Давайте вы вчетвером хотели, да? Значит, раз, два, три, 4. Номера свои пока запоминайте. 5, 6, 7 получается, да? Давайте тогда будет пусть 7. Раз, два, три, вы 4, да. Да сейчас мы вот для этого и нужно, что вы будете производить, чтобы вы себя могли идентифицировать, что вы производите. То есть так можно было по номерам, чтобы не путаться, мы скажем, кто что производит. Значит, говорите, что производит? Мороженое. Мороженое, отлично. Так, пирамиду прям сразу. Так, дальше. Что производите? Ну, быстренько, быстренько. Сено. Сено? Пусть будет сено. Так, дальше. А, ручки. Ручки пусть будут. Дальше. Петушок на палочке. Очень длинно. Петушки просто. Хорошо? Нет? Ну пусть будет на палочке, господи. Мне не сложно. Так. Дальше у нас 5. Да. Бриллианты. Ну пусть будет бриллианты называться. Ладно, хорошо. Так, у нас сыр. Вы чего? Сыр. Ой, хочу сыр. Попробуем в 6. Есть еще желающие команды какие-то, кого я не числа? Давайте наш уважаемый организатор, скажите, что вы будете производить. Чеснок выращивать. Чеснок? Хорошо, пусть будет чеснок. Так, а еще вы хотите, да? Нет, мы были 7-й командой. А? Лимонад. Ну да, вы сейчас будете идентифицировать себя по названию того, что вы производите, уже не по номерам, потому что по номерам сложно, потом путаница получается. Значит, меня зовут Вероника. Я вообще в самосборе не так давно, как самосбор существует, с одной стороны, с другой стороны, это наша уже семейная традиция в начале лета собираться на самосборе с удивительными людьми, встречаться, общаться, делиться каким-то опытом. И в том числе, наконец-то, я вот хочу начать реализовать маленькую идею именно в рамках самосбора. Какую именно? Вот есть у меня некая игра, которую я провожу для своих студентов, чаще всего для знакомления студентов друг с другом, для знакомления мне с ними, то есть для некого общения. Эту игру провожу, то есть вам тоже, если понравится, вы сможете это практиковать. Но что я хочу? Я хочу, чтобы эту программу можно было реализовать в какой-то компьютерной программе небольшой, и я нашла уже коллегу, которая мне поможет в этом. До следующего самосбора мы хотим с ней вот как раз реализовать это в виде компьютерной программы, чтобы мы уже с вами не так вот сидя на бумажках, условно говоря, ну бумажки мы не будем использовать, все это делали, а чтобы была уже такая программа, не Excel, в которой все это можно реализовать. То есть вот Евгения, она, к сожалению, вот сегодня уже убежала, да, она обещала мне помочь в том, чтобы реализовать это в новом программном продукте. А сегодня мы просто с вами потренируемся и надеюсь, что на следующий самосбор, это такое будет у нас как это, маленькая афиша, да, на следующий самосбор мы еще раз поиграем, но только уже в другой реализации. Значит, в чем заключается игра? Здесь как вот сделать электронную доску? Я, к сожалению, с электронными досками очень мало общаюсь, у меня их нету в общении. Пишите. Ну, сейчас тут получается табличка.
Хорошо, я здесь нарисую, то есть ничего страшного. Да-да-да, я поняла. Спасибо. Значит, у нас сейчас с вами 8 предприятий. Вот я рисую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 предприятий. Значит, все наши предприятия находятся на берегу одной реки. Значит, у реки есть что? Течение есть. Течение есть. Значит, все абсолютно используют воду. То есть неважно уже, как вы там ее будете применять, да, мы в это не будем вдаваться в такие тонкости. Каждый из вас берет воду из реки и сбрасывает воду в реку. Да. Каждая команда берет воду из реки, сбрасывает воду в реку. Команда седа. Совсем плохо стало. Так, значит, ваша задача соблюдать экологию. То есть каждое предприятие может это делать на 2 этапах. Первое – это на этапе приема воды, второе – это на этапе сброса воды. Но есть одно но. Когда вы берете воду для промышленных нужд своих, то вы ее просто обязаны очистить от всего, что в ней есть лишнее. Так? То есть вы должны использовать чистую воду. Но сбрасывать вы можете как очищенную, так и неочищенную воду. И что у нас получается? Каждое предприятие по порядку, значит, каждое предприятие, соответственно, сбрасывая воду после себя неочищенную, оно свои, так скажем, элементы, да, лишние сбрасывает с этой водой, если не чистит. Соответственно, каждое следующее предприятие должно после тех, кто не чистил, чистить больше, да, от большего количества элементов, так скажем, больше используя химикатов, реагентов и всего прочего. Извините за, так скажем, неграмотный язык вот с точки зрения там, химии, экологии и прочего. Теперь, обязательное условие. Если вы на входе чистите воду, это будет вам стоить 10 денежных единиц. Если на выходе... Так, все правильно. Так, на входе 10, на выходе 5. На первое я почему не пишу? Потому что первая вода у нас мы считаем пригодная для применения. Да? То есть чистая она в реке, соответственно, по течению потом они уже будут эти сбросы вам добавлять. Да? Значит, первая команда берет чистую воду, потом она может чистить или не чистить, затратить на это 5 единиц. Если первая команда не почистила, то все остальные команды будут затрачивать 10 единиц, чистя отходы первой команды. Вторая команда 10, соответственно, если первая не почистила. Если первая почистила, то 0 денежных единиц тратит, да? Соответственно, она тоже может забрасывать чистую или нечистую воду. Значит, каждый этап ваша команда будет принимать решение, вы чистите воду или нет после себя. Как я уже сказала, что до себя вы уже будете в ситуации, в которой поставили вас остальные предприятия. То есть на каждом туре вы должны будете отвечать на вопрос, будете вы чистить воду или не будете чистить воду после себя. Наша задача, вернее, у игры данной 2 цели. Первая цель, вы играете друг с другом, то есть тот, кто в большей сумме останется, тот выиграл. Вторая, вы играете со мной. Для того, чтобы выиграть меня, вы должны продержаться все абсолютно 10 туров. То есть, если хотя бы одна команда выбыла, то значит, соответственно, вы проиграли мне. Да? А с другом вы уже там можете посостязаться. И такой момент. Ну, так как мы говорим об экологии, то экология субсидируется государством. И, соответственно, вот здесь вы видите субсидии, выделенные государством на каждое предприятие. То есть в зависимости от того, где находится предприятие выделены субсидии. Ну, первой команде не выделено ничего, второй команде 50 денежных единиц, третьей 100 и так далее. То есть, соответственно, вы владеете только этими средствами, то есть никаких других средств, там, прибыли и так далее вы тратить не можете. То есть вы тратите только экологические средства, вот эти экологические субсидии на экологию. И последний маленький момент. Правила игры могут меняться без предупреждения
организатором игры, ведущим игры, ведущей игры в любой момент игры. То есть так же, как у нас в государстве могут поменяться пенсионный возраст и ставки налогов. Так, значит, поэтому... Туров все равно 80, фу, 10, если команд 8. У нас вопрос. Количество туров соответствует количеству команд. По идее, туров 10 все равно. Все равно есть. У Лили вопрос возник. Да? А вот что, у первой вообще не может чистить? Мы, получается, не можем чистить. Не можем? Нет, Не можем. А как это на выходе может Ну, она пока сидит без денег, молчит. Итак, значит, сейчас мы начинаем игру. Первый тур я объявляю. Каждая команда мне будет говорить свой ответ, чистит она или не чистит. То есть первый тур, пожалуйста, первая команда мороженое. Мы по умолчанию не чистим, потому что у нас нет денег. Так, вы не чистите. Мы Хорошо. можем Нет. А мы можем попросить у другой команды, чтобы они нам дали 5. Следующий, чтобы они 10 на входе не чистили. Значит, смотрите, после каждого тура будут переговоры. В переговорах вы можете решать все, что угодно. Пожалуйста, вторая команда. Чистите или не чистите? Ладно, мы почистим. Так, вы чистите, да? Так. Третья команда. Не чистите. Четвертая команда. Петушки, да? Бриллианты. Чистим. Так, сейчас. Нет, скачем все. Так. Сыр. Чистим. Чеснок. Чистим. Лимонад. А? Чистите или нет? Вам уже нет смысла чистить. Чистите или нет? Да? Значит, переговоры. Вот у нас второй тур. Пожалуйста, у нас, соответственно, ваш баланс на второй тур. Быстренько переговоры, потому что времени у нас мало свалится. Во время переговоров команды имеют право друг с другом разговаривать. А по идее нет переговоров. О чем там поговорили? Не знаю. А что? Почему первая всегда? Все? Сейчас вторая команда скоро прогорит на третьем. Никто не хочет ни о чем договариваться, да? Все работают. Мы не можем чистить, у нас нет Давайте денег. скинемся. Скиньте с И нами. потом Мы согласны. Все Итак, поступил вопрос, можно ли отдавать деньги. Давать деньги можно, на каких условиях вы сами договариваетесь. Передавать можно только во время переговоров, это раз. В этом случае команда, которая дает, говорит, что мы команда такая-то, передаем команде такой-то, столько-то. Вот у седьмой команды больше всех. А вот это как заработает? Короче, надо им скинуться деньгами, пусть они первые почистят. Мы все постоянно будем чистить. Я Ваня Веронике не знаю как. Подождите, а вы должны к какому прийти варианту, чтобы на выходе река была чистая, да? Тогда вы выиграете. Нет, вы выигрываете, если ни одна команда не разорилась, не ушла в минус, 0, кроме первой команды. Первая в ноле сидеть может. Давайте скинемся и деньгами. А если у какой-то команды будет 0, она выбывает уже. Да, у других команд. И мы проиграли. Итак, переговоры закончены. Второй Нет, давай мы дадим им стольник. 20 рублей вам дадим. Да, вообще для тех, кто будет проводить эту игру, переговоры проводятся по времени, по песочным часам, по электронным часам, любым часам. Время переговоров у нас истекло уже дважды. Но поскольку у нас рублей, нет времени долго играть, давайте. А это никто не знает. Сколько туров всего? 10 туров. Чтобы им почистить 10 туров, сколько им денег? Дайте нам пока 5 рублей. Давайте попробуем сейчас, чтобы лимонад
мороженому дал 5 единиц. Так, лимонад это кто у меня? Это у меня говорит ведь не лимонад. Не лимонад. А мне может говорить только лимонад, что он будет отдавать. Я лимонаду предлагаю. Самый лимонад. А чеснок там сидит. Итак, переговоры закончены. Тишина. Я даю такой кэшбэк, как это называется. Значит, командам, которые хотят передать кому-то деньги, чтобы они мне сказали, кто кому чего передает. Дадим по 20 рублей, и все. Мы даем. Так, это кто у нас? Тогда, подождите, ну тогда нам потом кто-то, чтобы дал денег. Итак, сыр у нас хочет отдать сколько? Кому? Мороженому. 20 рублей. А так не по чесноку, давайте все скинемся. Мороженого. Итак, еще раз правила передачи только такие. То есть команда говорит, кому и сколько передает. Ну, чеснок тоже даст 20 рублей. Вам больше можно? Подождите Чеснок. еще, чтобы не прогореть. На канале потом поедете. Ну только с учетом, что вы реально эти деньги. Да. Коллеги, у нас время Все, поджимает. давайте, поехали. Мороженое Давайте чистим, суть. чистим. Чистим. Вторая. Не, мы не будем чистить. Не будем. Все, из-за них все пропало. Ручки. Ручки чистим, нет? Чистим. Мы должны все сюда. Петушки на палочке. А сено? А? Все Будете или нет? Быстрее. Ну давайте наконец проверим. Бриллианты. Нет. А, бриллианты у нас там. А сыр. Чистим. Чистим. Мы тоже чистим. Чеснок. Мы чистим. Мы же хотим А вкусно сыр. Лимонад. А лимонаду нет смысла чистить. Не знаю я. Лимонад что у нас? Чистит, не чистит? Чистим, да. А? Чистите? Не надо чистить, отдайте лучше нам деньги. Бабушка, как 2 человека, да. Ну да, итак, переговоры 1 минуту даю. Еще раз повторите, мы готовы должны прийти и с деньгами, да? Да. Ну, ни одна команда не должна разориться. Не разориться. Все не разорятся. Ну все, пока играем, деньги у них есть. Подождите, сейчас разорится вторая команда, потому что у второй команды они хитрые ничего не чистят, но при этом смотрите, что происходит, и все равно деньги-то забирают. Так, давайте. Нет, у них все уже А осталось. наоборот выросло. А из-за того, что вторая команда не чистит, сейчас и третья начнет. Должна последняя команда давать всегда чуть-чуть того, кто... Да, потому что последняя команда еще чистить не надо. Так а в чем смысл-то вообще вот этого всего? Чтобы не Не разориться. Нет, это смысл игры. Ну, там где-то что-то считается, как Excel считает, и вычитает деньги. Еще раз. Смысл, А чтобы нам не надо было- тактику какую-то применить, чтобы не проиграл. Да. Первая, вторая команда под угрозой. Теперь третья. Короче, игра называется «Золотая работа Марьё». Мы очень сильно Давайте все Игра на почистим. взаимодействие. Игра на взаимодействие. Вот запомните свои числа, и давайте все почистим. Чистим все. Потому что Да, всех плюс. 10 не уйдет, но 5 идет. Просто надо посмотреть динамику. Скажите, а последняя команда может не чистить как себя вот? Ставь всем У каждой плюсик. команды есть право чистить или не чистить. Короче, Все, ставь всем плюсик. мы все согласны почистить всех. Мы чистим. А Все, последняя команда может не чистить. все, переговоры Да. закончены. Ничего не зачистит. Давайте сэкономим. Переговоры закончены. Мороженое. Чистим. Так 7 плюс поставьте. Сено. Кроме лимонада. Все команды чистят. Все. Потом все не будем чистить. Лимонад чистим или нет? О, все в нули. А зачем лимонаду-то чистить? Да, мы договорились не за экологию. Итак, переговоры. Переговоры. А сколько будет здесь? Пять, пять. Короче, следует всех на 5. Давайте нам Да, все на 5. Последняя команда должна... А какой же тут Вторая команда? Все деньги ждет. Дайте Потому что сделать. И еще осталось можно... все чистые. А, говорились не чистить. Как не чистим? Да Так, вы что там? нет, Минус большой. давайте по порядку. Мы играем, значит, и каждая команда по себе. Сено. Чистим, нет? Другой раз не останется ничего. Нет. Значит, Да вам нет. дадут. Ручки.
Петушки? И у них студенты, да? А? Петушки? Вы успеете за 7 лет почистить. Бриллианты? Нет, почистить. Сыр? Чистим. У нас тоже есть. Чеснок? Нет. Чистим. Лимонад? Да зачем вы чистите? Не надо чистить. После вас никого нет. От вас дальше никто не зависит. Вы просто лишние деньги тратите. Переговоры. Смотрите, у нас из-за того, что бриллианты там перед нами был не почистили, а нет, У нас 25. У вас сразу уже минус 15 стало. 15 есть. Сколько? Вот смотрите, из-за того, что полиэтилен не чистит, у всех после Нам погачи. Лимонад. Коллеги, кофе-пауза. Во время кофе-паузы чистим или не чистим? Чистим. Подождите, Ну и пятый тур. Мы больше не чистим. Надо деньги снимать. Ставим объяснение. Нет, чистим. Наоборот, давайте все будем чистить. А лимонад не чистит и передает тем эти 5 рублей. Подождите, если полиэтилен не чистит, я подозреваю, что снимают у всех. Там никто не видел, как формула прописана снятия у всех. Я все объяснила вначале. Все объяснила вначале. Ну что, давайте пятый тур сейчас пройдем. Пятый тур. Короче, дайте нам кто-нибудь 100 рублей, мы будем чистить. Даю. Короче, они нам дают 100 рублей. Лимонад дают? Надо 50. Лимонад дает? Сколько дают? 50 нам дают. 50 хватит. Нам даже хватит. Кому? Нам нужно 25. У нас их бывает. Все, а теперь чистим. Теперь пьем чай. Да, и всем чистим. Так мужчину позвали. Да, когда мужчину зовут, надо идти. Да. Нет, так вы... Давайте поставим наугад. Все, и посмотрим, что будет. Так, дело в том, что нам уже не закончили. Я думаю, что каждый может взять один вот, да и отвечать. Да? Если наши хозяева Кулери горячая вода. Красная. И чайник. Слушайте, подождите, правда, они сказали, что эти рубли
Раз в 2 года будут повышать надо. Я уже посчитала, я буду показывать. Если я уже не видела, Вот уже весь питчер теперь будет целый. Подумаешь, мне можно и полтора часа играть, если вы стреляете с вами, беседовать. решить задачу, дается 8 задач, из них надо решить, как не оцениваются критерии. Ну, там, видеоурок разделяется, а сколько это будет? Да, я потом думаю, психология, Я тоже, я не увидела. Я но начиная с применительно падеже. А пробел после слова. Я не знаю, я просто посчитала, это муж мне сказал, что так надо. Короче, знаете, как я начала, пришла уже до конца, я начала вспоминать